Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Иркутия-24, с вами Петр Цупандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Здравствуй. Привет, Семен. И к нам сегодня в гости пришла удивительная женщина, которая совмещает высокие технологии в борьбе с опасной болезнью, научную деятельность, воспитание детей. А вот тут дальше мне надо прочитать. Врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики научно-практического центра фтизиатрии имени Ефима Николаевича Андреева. Научный сотрудник, председатель Совета молодых ученых Никифорова Нина, которая учит искусственный интеллект находить туберкулез на снимках. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина. С Семеном познакомьтесь. Спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. Я смотрю, что вы такие вкусняшки принесли. Что будете готовить? Сегодня я предложила приготовить самгепсаль. Это наше фирменное семейное блюдо. Как еще раз Самгепсаль. Корея? Корея. Северная? Корейское блюдо. Южная? Так, а почему семейная? Вы кореянка? Нет, Муж я не кореец? кореянка. Нет. Сейчас как бы это модно, и моим детям это нравится. Нравится. Да, но мы уже 3-й год на безглютеновой диете, поэтому потихоньку переходим вот Так. азиатским блюдам. А это что такое безглютеновое? Давайте объясним. Это исключение продуктов, содержащих глютен, которые есть в белой пшенице. Угу. А вы говорите 3-й год. А почему? Ну, у моих детей оказалась аллергия, и пока мы вот исключали продукты, пришли к этому, и в итоге есть эффект. Ну, я как педиатр, как многодетная мать решила, ну, не будет же один ребенок сидеть на диете. Ну, то есть поэтому... не надо... Если Да. страдать, то всем Да, страдать. поэтому вся семья перешла, и как бы есть эффект, муж прям похудел. Муж Да, похудел? Муж похудел, дети перестали хотел этого? кашлять. Как-то так принудительно вышло. ага. Принудительно, да? Да. Ну, с другой стороны, все же хотят похудеть. Сейчас вообще везде у всех на устах ПП, все хотят быть стройными, ЗОЖ и... Ну, в нашей семье вышло так, больше по показаниям по здоровью. Ага, но показания по здоровью, но при этом, то есть вы придерживаетесь вообще вот ПП, там, как бы сейчас Скорее всего, современные... так получается, но я больше о национальной кухне. То есть Нашей, да. Адаптируете Да, ее, да? адаптирую. Ну, то есть в якутских лепешках все равно же есть белая мука. Но можно муку заменить на свою Да, муку. да, на другое что-то Смолоть адаптировать. свою, да, из риса или там ржаную использовать, а творог все равно наш. Ну, На яйцо нету как бы аллергии, ну, поэтому слава богу. раз, Так. да. Сколько времени требуется для приготовления этого блюда? Ну, мы должны Успеть, да? Да, По потому сути, что... это только пожарить мясо. Пожарить мясо только, да? Ну, Сразу как можно говорится, его мы есть. можем тогда, я видел, что вы до передачи там шептались, обсуждали, давайте начнем, если раньше закончим, ну, просто будем стоять общаться. Давайте начнем, с чего? Вы объясните, пожалуйста, как все делается. Наверное, вы можете пока начать чистить шампиньоны. Шампиньонес. Вы их берете вот так, очищаете. Я могу вам помогать поддержкой. Да. То есть не Да, что есть... делом, И а вот- поддержкой. Делом. Ну, если хотите делом, то могу, там, не знаю, что-то тоже сделать. Хорошо. У вас свой нож еще? Да, у меня свой нож. Специальный нож? Ну нет, не для, Ну, не для шампиньонов, вы а любите просто... говорить своим ножом? Да. А, ну вот. И Так, первый я вопрос. так. Мгм. Я Ага. почти уверен, и, скорее всего, угадаю, и даже, наверное, знаю, что случайных врачей не бывает, а раз уж вы врач, таким делом занимаетесь, это уже по, скажем, призванию. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы вообще стали врачом и откуда вы, что, как родители Я врачи? родом с Хангаласского улуса, с Ага. Покровска. Покровска. Да, у меня Да. семья медиков. Отец у меня тоже врач-рентгенолог. То есть Но они хотели, чтобы дочка стала тоже медиком? я не знаю, насколько они хотели. Все мое детство меня отец отговаривал от этого. Ну, как бы я выросла в больнице, да, ну, как бы постоянно была с отцом. И потихоньку вот, А он брал на работу? да, Да, почему? ну, оставлять было не с кем. А, да, вот так даже, вместо садика на работу, да? Ну, А да. отец врач какой? Тоже врач-рентгенолог. Тоже врач-рентгенолог? Да. Ага. Ну, как-то вот так. Получается преемственность, да? Получилось Преемственность, так, да. ага. Ну, По идее, я хотела быть фтизиопедиатром и целенаправленно готовилась к этому, участвовала в конференции, ходила в кружок. да. Ну вот ну, научная деятельность, вы говорили, что уже там да. шаг в будущее, уже в школе и все Да, прочее. и фтизиатрия меня как бы привлекает со студенческих лет, поэтому получилось так, что я пошла в рентгенологию.
И Ну, то есть очень... направление на каком-то курсе же выбирается же, да? Да, я Сначала очень же рада вообще, этому. ну, насколько мне известно, медики изучают, ну, вообще все общее, да? Да. А потом уже все направления. И вообще врачи делятся на две категории, по-моему. Ну, условно. Режущие, не режущие. Ну, это же, Да. или это шутка, или это так? Ну, так и есть. Так и есть, да, вот, вы вот про правы, это. вы Ага. правы. Вы не режете. Я не режу. Хорошо. Я так виртуально вскрываю, смотрю. Виртуально, да, 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 да. А каким образом происходит выбор, ну, вот, того или иного студента, да? И как вообще вам легко удалось поступить? Это что же тяжело там? конкурсы? Мединститут? Ну, я не знаю, где вы учились. Я училась в мединституте, да, Так. в нашем ВСФУ. У меня было целевое место. Ну вы крутая. Да, в то время Это СФУ комплимент. проводил олимпиады, и у меня было целевое место, и был выбор между педиатрическим и взрослым лечебным делом. И в итоге тут уже, наверное, отец настоял, говорит, выбирай, ты девушка, тебе нужен педиатрический. А оказалось, что педиатрический наоборот сложнее. Ты должен знать норму взрослого и норму ребенка. А ребенок-то ну, то есть- растет. Да-да-да. Да. И, то есть И, соответственно, ты должен знать все. Прям от молодых. от сих до сих. Да, Ага. да. И я детям говорю, я мама с высшим образованием, вы должны меня слушать. Не всегда, конечно, Ну то есть помогает. высоты своего багажа, опыта, интеллекта вы на них давите. Это шутка. Ну, не давлю, но говорю, Да, я как бы, так да. прикалываюсь всё время. Надо прислушиваться. Так, ага. Ну, то 4 есть я лучше грибочка дома знаю и хватит. никаких этих. Все, и перемешаю. Правило номер один. Мама знает и права. Если не согласен, смотри правило номер один. Второе правило. Да, Да-да-да. да. Ага, сколько лет вы учились? Врачи же очень, ну, в смысле, очень долго учатся. 6 лет в институте, и год была интернатура по фтизиатрии, и год еще по То, ординатуре. что показывает в сериале «Интерны», это правда? Да, сейчас Да? еще должно быть ординатура, Ага. да, после... О. После университета поступает в ординатуру, далее поступает в аспирантуру, в общем, Долго-долго-долго, долгий, тонкий Да. научный процесс. да. Мгм. Но вы делали успехи уже будучи школьницей. Даже же? Да, Ну, вы говорили, да, у рассказываете, меня даже что есть диплом, шаг в будущее. да, как ученика, который больше всего писал докладов, участвовал в конференциях. Ага, у меня есть такой диплом. Так, мы мясо Синдром смешиваем отличницы есть? С Нету желтками? такого. Нету, да? с желтками. Слава. да? С желтками и немножко вот. Соль, перец. Ну, можно. Но я обычно соль вообще не добавляю. Ну давайте Соевый, да? чуть-чуть приперчим Ага. хотя бы. Перец. Хорошо. Чуть-чуть. Да-да-да. Так, и желток добавляем, да? Семен у нас тоже. Я все знаю, я шеф-повар. Если не согласен, смотри правило номер один. Первое правило, смотри правило номер один. Ничего не знаю. Так, крахмал перемешать. И Сейчас уже можно слегка мы жарить. перемешаем сначала. Ага, а вы расскажите, пожалуйста, ребята, что вы там делаете-то? Получается, мы вот взяли нашу говядину. Это у нас, Ага, у нас только- получается чуть-чуть адаптированная под нашу кухню, да? Да, сахар. Местная говядина наша. 2 яйца добавили, я видел. Местная, Она, домашняя, ага, кстати, я ее покупаю. из В живых классике обычно родственников. идет это свиная грудинка Ага. в корейской кухне. Но тут у нас местная говядина. Крахмал Мы добавляем крахмал. для кляра, видимо. Да? Ну да. Оно, кстати, всегда бывает мягким. Удивительно, почему так, каждый раз удивляюсь. Как бы просто желток, мука и мясо всегда мягкое. Ага, Здесь ну прям именно то замечательно сочетание делает ну, вот какое-то вот такое, да? Ну, плюс соусы ты когда, дети прям его любят. На лист салата ложишь мясо уже, Так. макаешь в соус. Да, но это получается чуть-чуть адаптировано. В классическом варианте вообще сырая грудинка идет. Вообще сырая. Да. Да. Даже? Да. А вы вообще любите готовить? Да, люблю готовить. Да? И фирменные блюда? Очень похоже. Не, я ничего не говорю, ну что вы. Я почти уверен, что, учитывая, что вы многодетная мама, еще и плюс муж, которого надо тоже докормить, скорее всего, много готовите, приходится, но при этом еще и любите. У меня муж прекрасно готовит. А, сам он Но тоже. не поэтому я его выбрала, конечно. Мужу да. привет тогда, молодец, это Да. такой наш человек. Не люблю вкусно покушать. Ага. Ну, все любят кушать. Что ты добавляешь? Да, тем более вкусно покушать. Не соевый соус, ничего, да? Ну, можно добавить немножко соевого соуса, допустим, для вкуса. Так, давайте тогда. Я просто обычно беру так. Это же соевый, да? Да.
что бывает, когда там прибежишь, хочется кушать, и ты уже там ничего не церемонишься, быстро режешь, начинаешь, ставишь плитку на стол, тут же дети прибегают, тут же жарят, и у нас как бы это такой синхронный процесс. И сразу же Все, едим, все. да, прям со сковородки. Ага. У меня дети такие, с аппетитом, конечно. Ну, это повезло. Но это... Гораздо хуже, когда дети капризничают и говорят, не буду это. Я выросла единственным ребенком, я как бы понимаю это и своим детям таких поблажек не даю, но как бы со Ты временем... строгая мама. Нет, не А, совсем. Но в плане питания, конечно, лучше как педиатр. Завтрак обязательно, горячее ребенку обязательно, и тем Да, более да. белковое, тем более мы живем в Якутии. Все, да? Мы остается только пожарить, да? Да. Это. Так. Давай, разлить какой-то, может быть. Масло надо или нет? Надо. Ты жарила РБТР, так? Разогреваем сковородку. Чуть-чуть масла. Чуть-чуть масла. Растительного, обычного, да? Да. Но еще иногда бывает сливочное. Мне на сливочное нравится больше. Есть у вас любимое блюдо? У меня вот И фирменное, которое вы готовите? Да. мясо по-французски. И так, чтобы мясо было половина противня, и сверху там чуть-чуть сверху всего. Ну, то есть больше мяса. Да. Наш человек. Ну, у вас в Калмыкии много мяса. Это получается ваше фирменное блюдо. Да, а по выходным у нас почему просто кипит. сегодня мы его не готовим? Ну, долго. Ну да, хотя да. Надо много мяса. Мы бы чуть-чуть не уложились бы, более-менее согласен. Да, ну в следующий раз. Давайте договоримся так. А из якутской кухни местной вам что еще нравится? Саламат нравится. Саламат, ага. Саламат и просто мясо. Вы как, больше любитель мяса или рыбы? Ну, больше, да, мясо. Рыбу я не умею чистить. В смысле? Ну, как бы умею, но Тяжело, да? тяжеловато, да. Мне надо, чтобы мне его Вы его боитесь, почистили. наверное, рыбу? Моя супруга, например, карасей боится. Нет, почистить я могу. Ага. Да, с этим проблем нет, но вот эти косточки доставать, потом руки морать. Так, потом? Ага, и прям сразу по кусочкам выкладываем, и можно уже. Можно и грибов немножко положить, да? Уже? Да, и... А все в перемешку так жарится? Ну, я делаю так. Не-не, спрашиваю просто. Итак, мы остановились на Готовы вашем сюда пути. выкладывать. Долго-долго-долго учились и закончили. Диплом сдали, обмыли. Что было дальше? Все, и начала свою трудовую В деятельность. смысле, сразу? Ну, после интернатуры, Ага. да. Ну, то есть, насколько просто вчерашнему выпускнику, ну, вот диплом, порог только учебного заведения переступил и сразу найти работу. Для врачей, у врачей есть такое. Ну, в мединституте на 6-м курсе есть распределение. Заранее уже продумано, да. Вот и так. у них уже есть Ну то есть договора. уже знают, куда. Да, и ты уже распределяешься. Ну, мне предлагали распределиться в Кобяйский район педиатром. Так, Но муж не очень согласился с этим, но я думаю, уже может, вы он и женаты прав. были? Да. так. Мы поженились рано. Ну, сколько уже? 18 лет в браке. Вы? Да. Ага. И куда вы пошли работать? И пошла работать в НПЦ педиатрия, потому что я уже на 6-5 курсе ходила туда на практику. Вот. Ну, и все. Ну вот очень, по-моему, большой огонь. Да, надо уменьшить. Да-да-да, вы... там есть. Еще чуть-чуть. Еще меньше? Хорошая Смотрите, плитка. потому что, да, будет, может подгореть. Незнакомый огонь, незнакомый обычно, это всегда сложно. Ну, так как у нас мясо домашнее, мы прям его не жарим, чтоб... Я люблю, когда немножко с кровью. Да ладно, да? Да. Medium rare. Да, обожаю прям такое. И когда вот бывает свежий забой, Ага. там берешь мясо. Почему бы и нет, да, если свое мясо, да. Да. Я тоже люблю. Ну и вообще правильно так считается. Да. Medium rare. И как вы в деле? В педиатрии я работаю с 2010 года. В следующем году я ухожу на пенсию. Так.
Но я еще молода. Чуть было не сказал, а сколько вам лет. Да-да-да. Я люблю так людей шокировать. Как это? Сейчас же очень поздно выходит на пенсию. Или... У меня есть профвредность, как у врача-рентгенолога. Это должно быть, Год за два. да, год за 2. И у меня уже, Заварительность получается, да? ага, стаж И что будете выработался делать? из Будете 40 лежать? лет. и Нет, я буду дальше работать. Путешествовать по странам, как японцы, или нет? Нет, или будете продолжать работать? Буду продолжать работать. Ну, хотя не знаю, мало ли как, что получится. А преподавательской деятельностью не пытались? А пока еще не думала о таком. Хотя, может быть, Но да. вы занимаетесь научной деятельностью. Ну, давайте обо всем по порядку, да? Давайте все-таки, как бы это, сейчас у нас каша получится. О нынешней вашей деятельности конкретно. Вы какой перечень, что там несете? Что вы делаете вообще? А с 22-го Утром приходите и... А, Да, утром прихожу на работу, так. включаю свой компьютер, попью немножко Проверяете чаю. почту? Попью чаю, настроюсь, подождите, начнем с этого. Мы же так. работаем во фтизиатрии. Ага. Да, и да, я начинаю работать, описывать своих пациентов. Мгм. По пути у нас бывают ВКС, Так. собрания. У нас в нашем учреждении, как единственном научно-практическом, да, есть штат научных сотрудников, куда я вошла. Мясо у нас почти готово. Вот. И у нас есть очень хорошие наставники. У меня является руководителем доктор медицинских наук Шепелева Лариса Петровна. Это единственный доктор медицинских наук на Дальнем Востоке у нас по рентгенологии, работает в нашем учреждении. То есть по вашей специальности, специалитету. Да, скажем так, да, по Ну совместительству это моя Крутая заведующая. женщина тогда получается. Да. Да, ну наставник Мой- такой, да? Да, мне прям Есть, повезло. есть на кого равняться, есть что спросить, если что. Да? Да. Скажите, пожалуйста, ну вот рентген. Мы знаем, что рентген Опасен? довольно, ну да, опасишь. Есть какие-то мифы, которые вы готовы развенчать вообще? Самый первый страх, да. Самый первый страх, да. Ну сколько можно вообще рентген, флюорографию? Это Для же то же общего самое. населения, да, проходить 1 раз в год флюорографию, Обязательно. это не опасно. Допустим, когда вы проходите в аэропорту через рамку, да, вы так. получаете намного больше, или когда вы летите в самолете, вы получаете намного больше Радиации. радиации, Серьезно? да, чем вы проходите ФЛГ. Да. Поэтому- То есть те люди, которые часто летают, Да. те люди подвержены... А там же все время стоит. А там же не включается один раз, а Да. все время этот рентген стоит. Еще, да, вреднее всего это рассеивающие лучи, вот, Мгм. конечно, да. То есть, ну, радиация, я, насколько знаю, имеет свойство накапливаться. Есть такое. Да, ну то есть одно дело один раз облучиться большой дозой, а это может выйти. А если все время постоянно радиация, то может это оказать, скажем так, не очень положительный эффект на организм. Так? Да, да. Да? Поэтому мы проходим 2 раза в год, каждые полгода медосмотр. Сами. Нет, это у нас вот организация Ага, занимается этим. Ага, и мы получаем допуск Это с чем связано? по результатам этого медосмотра, потому что, ну, как бы вот вредностью. Ну, то есть вы должны соответствовать. Надо да? быть здоровыми, да, По здоровью, да? да. Ну потому что если вдруг что-то там, не дай бог, то вас отстранили, да? Ну или, Да. или... Вполне возможно. Ну да. А были случаи? Ну, Ну да, вроде рентген пройти не страшно, но когда ты приходишь, там холодно, Холодно, ты да, встаешь, и комната. ты встаешь и Тишина. думаешь, все, а врач убегает за такую дверь, вот за такую дверь, закрывается, как в бункере, и через маленькое окошко там, да? дыши. Я знаю, что всегда вот мужчинам, в первую очередь, если ты делаешь рентген чего-то другого, ну, допустим, колено, плечо, там, да, тебе дают такой щит, говорят, ну, вот прикройте ваше хозяйство. дают. В первую очередь, да. Ну, почему? Потому что как бы на детородные эти функции может влиять. Ну, дают всем. Всем, да? Защита должна быть у всех, ага, и не только Ну, говорят, на именно вот это, детородные. не вот это, а именно вот здесь. Вот, держите вот здесь. Я говорю, ну ладно, буду держать.
Так там надо же беречь, мало ли. Или когда зубы делают, Он тоже же тяжелый, он же сразу тяжелый, вот да? держите вот здесь. Да. фартук Там такой. получается Он же материал какой-то, да? профессиональный, это свинец. Свинец, да? Да. Свинец, да, свинец. Вот это, по-моему, свинец это вот последний элемент распада радиоактивных вот этих. Даже. А какой изотоп применяется? Изотоп Уран, плутоний. Какие частицы летят? это радиация, Радиация. это рентгеновское излучение. Ну, X-ray, да? Да, X-ray. У нас практически все готово. Может, немножко уменьшим огонь. Еще огонь уменьшить? Да, или пока отключим, потому что у нас впереди. А она отключилась. Ну все, хорошо. Вот так поделай, пожалуйста. Не, ну там мясо с грибами отдельно должно быть. Хорошо. А я отключил вообще огонь, смотрите. А я взяла по домашнему, так уже пожарила, и практически у нас... Ну, у нас вообще круто получается. Точнее, у вас. Спасибо. Видно, да? Ну, очень аппетитно. Я всё так. думала, на такой передаче готовят все. Все? Да, ну, в смысле, стоят. Нет, Не, обычно готовит только я и герой. Обычно готовите А, да? Батарбахов. Да. Гость забывает, что надо готовить, рассказывает, а вы и рассказываете, и это вы молодец вообще. Спасибо. Редкая редкость. Еще вы занимаетесь какой-то прорывной темой, применяете современный Да, у нас в возможности республике искусственный интеллект. с 22 года ведется этот проект. Так, с 22-го. С 22 года приказом министерства, да, мы вошли в пилотный проект по России и занимаемся разработкой диагностики туберкулеза в скрининге. Допустим, ФЛГ, и учим интеллект определять интеллект. Да, патологию на снимке. Через ФЛГ. Ну, то есть Через ФЛГ, уменьшить, скажем так, Нагрузку влияние, на врача. нагрузку на врача. На Вот, врача, вот, да. правильно вы сказали. В этом Спасибо. плане. Да, ну то есть И ускорить обычно же как? диагностику. Человек сделал снимок, врач смотрит, Говорит, приходите на следующий день. Типа да, такого, да, приходите чтоб на не следующий было. день, да, вот это. А тут Да. раз можно сразу, программа, нету, Да. норма, дыш. Ну так же? Да. Ну. Ну, согласно приказу, мы должны ФЛГ снимок, как врачи-рентгенологи, смотреть дважды. То есть не должно быть такого, чтобы один человек посмотрел и нормально. Должно быть два мнения у врача, ну то есть как бы и оно должно такой совпадать. ГОСТ. Да. Ага. Контроль. Как в боксе, 3 судьи, а тут 2 врача. Да, и не всегда бывает, ну как все-таки ФЛГ это же такой скрининговый метод, соответственно, нагрузка на врача большая. Да, Либо врач снимок- устал, со стрессом, Либо два вчера не врача спал, должно быть, да, либо один врач должен вот несколько раз почему, да? посмотреть этот поссорился с снимок. девушкой. А я вот видел. Ага. Когда вот берешь результат, обычно 2 врача сидит. Я-то думал просто один на компьютере, а один проверяет. Оказывается, они вдвоем, да? Да, Сначала это смотрят. двойное. То есть они оба должны норма поставить. Да. Чтобы убрать так называемый фактор человеческого Да. ошибки, да? Да, все правильно. Человеческая Вы ошибка. прям хорошо разбираетесь. Да-да-да. Он Включу? очень умный. Да. Молодец. Спасибо, Петр. Да, не по годам. Вот. И что сейчас, ну, какие успехи вообще в этом направлении? Это 22 года вообще исследование, ну, как бы да, внедрение идет. 22 года у нас 8 пилотных организаций согласно социально-территориальному зонированию. И наши результаты вполне уже такие хорошие. Чувствительность и специфичность у нас высокая. И мы вошли в прошлом году по результатам 2024 года в лучшие практики ВОЗ по миру. У нас есть такой да, результат. И мы должны этим гордиться, то, что наша Ну республика да. Если вы лучше, то как чем не флагман. гордиться-то? Да. Ну, И вот ну, есть, вы есть молодцы. такое. Вы молодцы. И дальше тогда, соответственно, Дальше в скором времени это будет искусственный внедряться. интеллект Да. и роботы нас победят. Нет. Не, ну люди могут просто, как бы, оператор заходит, человек заходит, оператор говорит, встаньте вот так, не дышите. А потом уже искусственный интеллект, программа может провести результаты исследований. Ну, в этом ключе, если смотреть, то это должно быть, человек должен быть на первом месте, а искусственный интеллект должен ему помогать. То есть он больше как сортер, как помощник, обрати внимание вот здесь. Посмотрим, я тебе подсвечу. Ага, и... А вот даже вот Но так. для этого Но все равно, нужно ну, его человек, обучать. Да, ну то есть нагрузка просто уменьшается. да, уменьшается. Но в скором времени может же так случиться, что вообще все полностью машина будет делать. Робот некий.
Ну, я... Может прийти к этому, согласитесь. Ну, вполне возможно. Да, но сейчас же есть беспилотные автомобили, уже такси ездят. Заходишь, никого нету, поехали. Это уже нормой становится. Я видела, да, такое. Да, нет, ну 10 лет нам казалось, ну это вообще сущим бредом, но никто бы такую машину просто не сел бы. А сейчас это уже норма, люди садятся и... Ну, такая же реакция была, когда вот первые автомобили пошли, Да. когда все были на лошадях, даже в городе на каретах. И все думали, ну что же это, что за таратайка, да? Чадиада, это Да. Песовская... Прошло 15 лет, И все на машинах, да. Ну то есть мы очень стремительно развиваемся к тому, что ну, вообще общество и вообще технологии, все развивается, что не слышали эти теории заговора о том, что искусственный интеллект и вот как в фильме «Терминатор» машина Я скоро думала, всех. что вы так скажете. Нет, я вообще это гипотетически. Вы же научный сотрудник, то есть вы наукой занимаетесь, ну то есть вы свой прогноз у вас какой? Ну, Один из вариантов, как развитие событий, такой может произойти? не будем так углубляться, Хорошо. да, прям так фантазировать. Да, Это да, да. именно конкретно для нас, вот в нашем случае, мы делаем это как помощь врачу. Пока так. Да, пока так. А почему именно туберкулез так тщательно смотрят? Ну, то есть для всех уже считается, ну, не нормой, а обязательством, когда проходишь вот, как называется, профилактику, Потому да? что- Раз в год обязательно ты обязан. Да. Потому что ни один врач тебя не примет. Полга, если нету, иди. Ну, так же? Да, есть такое. Да. Почему? Потому что туберкулез в основном такое заболевание, когда человек не чувствует, что он болеет. Есть легкое недомогание, бывает редкий кашель, ну похудел, ну с кем не бывает. Есть такое, да? Ну вот вспотел, ну так, легкий пот, ну да, может мне было жарко. И не всегда люди об этом знают, поэтому, конечно, методами скрининга, да, лучше не То есть на пренебрегать. ранних этапах возможно Да. выяснить. И эта болезнь излечима, но вот коварна, поэтому, Излечимо уже. 100% сейчас. ну, да. Ну, Ну, есть, конечно, у нас лекарственная устойчивость, но, тем не менее, наши врачи очень хорошо с этим справляются, и в 90% случаев у нас, да, уже можно, скажем так. А вообще Нет, есть наверняка статистика? Ну, сейчас вообще туберкулезом люди болеют? туберкулезом болеет. Ну, Много. По данным 23 года, я скажу данные ВОЗ, ВОЗ. всего по миру болеет 10 миллионов человек. В 23 году было Ну, больных. это 10 миллионов. 1,07. Ну, 8 миллиардов человек живет. 1,08%. Ну, это же 1,08. у нас заболевание такое инфекционное. Ага, да. Быстро передаваемое. Да. Причем человек, если... И что тогда делать, если человек уже... Ну, там есть какие-то стадии? Есть, Болит все? Ну, допустим, если ты встретился с палочкой, Коха? да, Ой, микобактерий, откуда знаю это? я вам помогла. А? В общем, если вы встретились, это не значит, ну, вы можете инфицироваться, и не всегда вы можете заболеть. Для Ну, то этого есть есть у нас иммунитет манту сильный? и диаскин-тест. Вот это, Да. красная эта Да. штука. Так. И если оно положительное, там более 5 миллиметров, то вполне возможно, что у вас, Уже начала развиваться. что вы инфицированы, вы встретились, ага, и ваш иммунитет срабатывает. Это не прививка, а это вот тест. Так. Вот. А далее уже, ну, как бы инфицироваться, это не значит заболеть. Должны вот сложиться несколько факторов там, то Неблагоприятно. да, что человек может заболеть. Ну, не всегда, конечно, такое случается, но тем не менее надо бдеть, да, надо проходить ФЛГ, не отказываться от МАНТУ и от диаскин-теста. Диаскин-тест. Да, и если, допустим, вы заболели, просто чувствуете себя плохо и вам говорят, сдайте мокроту, да, Так. конечно, лучше Уже вы сделать все всё это. уже. Да. С какими сложностями вы сталкиваетесь, ну, допустим, в своей работе, в лечении, в диагностике, в профилактике? Ну, это больше, наверное, сами люди. Вот, человеческий фактор. Человеческий фактор, Ну, насколько то есть человек люди верит в вообще, это. пока, как говорится, рак на горе не сиснет, обычно говорят, ну, особенно, наверное, мужчины. Да, да, и есть Да-да-да. такой. Плюс тут еще есть такое, что
Те, кто ВКонтакте, тоже должны пролечиться, потому что они инфицированы. Так. Вполне А у вас возможно. бывало вот так, что человек просто пришел, ну, грубо говоря, раз в год вставать в ФЛГ, но у него уже там, ну, прям очень плохая стадия или что-то бывает? Да, бывало такое. Что человек даже так не может, не подозревая, ходить, да? Принудительная госпитализация. Принудительное нет. Ну, если Все вот- должно быть добровольно. Да, не, ну если человек вот уже, скажем так, болеет, и он заразный, ну то есть он же Он ходит. все равно должен подписать добровольное согласие на госпитализацию. Ну либо вот сейчас его- такие порядки, Да. такой закон Либо просто. его законный представитель. Вот так, да? Да, но тем не менее у нас есть такие случаи не только у взрослых, есть и у детей, и у подростков. Которые убегают, не лечатся. Не лечатся. Ну, то есть неответственно относятся, потому что они не понимают, что, ладно, там свое здоровье, они же заразные, ну, то есть они могут очень много народу, скажем так, заразить. Да. Потому что же передается вот воздушно-капельным. Рядом человек стоит, И, кашлянул, да. чихнул, и вот и питает. Ну и плюс у нас микобактерия, она очень устойчивая, и она может Да, быть да. не только там в пыли, там на страницах книг, там где-то на соседской где-то площадке, да, по подъезду. Как бы, да, поэтому... Что вы, Можешь где угодно что вы заболеть. советуете, да, ну, чтобы, вот, скажем так, максимальная профилактика туберкулеза? Обычным людям, детям, Ну, взрослым. это как профилактика всех заболеваний. Именно Гигиена обычно. Гигиена. Просто руки мыть. Питание, гигиена, режим. Все вот это вот. Укреплять иммунитет и все Да. прочее. Ну, общие, короче, так, Да. общие рекомендации такой. Общий рекомендательный характер, да, тогда? Ну и питание, конечно, очень важно, и ваша программа, конечно, в этом помогает. Именно то, что мы здесь вот собрались, да, готовим, делимся таким своими рецептами. Да. Вы многодетная мама. Да. Дети. Вы хотите, чтобы ваши дети врачами стали? Ну, хотеть одно, а дети должны сами решать. Да. Да. Это ваш принцип. Мой принцип, поэтому Супруг я им не тоже мешаю. вот так. Ага. Ну, супруг, наверное, со мной согласен. Ага. Ну, Нет если они такого давления. выберут профессию врача, Я То ничего не буду то вы не говорить. против? Да, я как родитель только могу поддержать. да, но вы же говорили, что вот старшей вашей 16 лет, по-моему, да? Да. Да, ну вот скоро уже школа и... Ну, она уже несколько лет знает, куда будет поступать, уже чем вот. будет заниматься. О, Ну, ничего и себе. в этом направлении, конечно, идет. И я рада за нее. Она у меня президент школы 26-й. Ну вот успехи. Да, активный человек, участвует в дебатах. Еще грибов, наверное, кожевник. А они каким-то образом влияют на вашу работу, ваши дети? Мои дети мне помогают. Они очень самостоятельные. Наверное, у врачей у всех, так у многих, когда дети вырастают самостоятельные, когда мама постоянно на работе. Домой приходит тоже она в работе, поэтому у меня Уставшие? дети... Да. Она говорит, ой, я не могу. Пожалуйста, покормите Да, не меня. трогайте меня, и быстро меня покормите, я пошла Да. спать. Ну, есть Может такое быть, да? Может быть такое. Ну надо же. Мы же все люди, поэтому у меня, да, старшая дочка как мой зам. По готовке, по домашним делам. Да, ну и сын, в принципе, тоже у меня готовит. Ага. Любит вкусно поесть. Может что-то приготовить себе, сестре. Ну, мы мясо дожариваем. Да, я дожарила. Да, а потом что мы делаем вообще, что будет? Это все, вот так мы Все сервируем. это, ага. Мы могли сразу отсюда уже макать, заворачивать в лист салата, есть. Ага. И уже Ну, это вот там напоминает, я был в Корее, Ага. они вот так грильчик Да, берут много чего, приносят это тебе. блюдо, ага, приготовил. Да. Вилку дают тебе. Да. И вот выбираешь вот это, вот это, вот это. Приготовила у меня дочка, она ездила тоже вот в Корею, и она говорит, я так скучала по мясу, давай приготовим. Они его так интересно готовят, и каждый раз, Ну когда да, вот она ездит, она у них- рецепты привозит. У них мясо дорогое очень. Дорого, да, если? Да. А у нас оно есть? Тем более, если говядина, то это, это Да. да. Да, и тем более домашнее. Как вы отдыхаете? Если вообще отдыхаете? Отдыхаю. Как? Ну, по выходным. Как проводите свои выходные? Да. Есть ли у вас какое-нибудь хобби? Что вы делаете? Ну вот знаете, допустим, суббота у вас
выходной? Ну, допустим, спите Ну, до обеда, дальше что? До обеда я не сплю, конечно. Почему? Ну, уже, наверное, в силу привычки, да? Да. То, что... Режим. Ага. Да. Надо убрать. Ага. А так, с семьей мы выезжаем куда-нибудь за город. А, У нас есть собака, мы с ней Активно? гуляем. Да. А. Ага. Любим там с мужем куда-то выехать в лес, на природу, на охоту. на охоту? Да. Да? У вас есть жилье? У меня нету, я так, А, вместе. поддержка. Ага. Ничего себе. Принеси, подай, не Да. мешай, приготовь, покушать. Да? Ничего себе. Ну, у него аллергия на животных, соответственно, он к ним особо не прикасается. А, ну он только добывает, а вы Да. и говорит, взять, вы так раз и ощипали быстро. С прошлого года он ощипывает сам. Ага. Ну, Перчатка. ну, лучше уже делать, конечно, ты добыл утку, почему ты сразу ее не можешь там же общипать и Лучше принести там, да. домой. Мгм. А тут пока привезут, она, бедняга, там вся мокрая станет, ага, и ты ее прям... У вас тогда, наверное, очень здорово развить тайм-менеджмент. Да. Да, ну то есть вы четко знаете примерный распорядок, ну, то есть распределяете время, потому что это самый главный ресурс все-таки время. Да? Да. Какой-нибудь есть у вас секрет, либо там совет, потому что вы многодетная мама, работаете много, научная деятельность, применяете, ну, очень ответственные работы, согласитесь, что врач. Ну, Да, это вы правы, супер. секрет, наверное, будет больше в планировании. Да, вот Ага, планирование, заранее да. ты уже планируешь, что у тебя, у кого там тренировки, у кого учеба, у кого Да, там да, что-то да, да, запланировано. Соответственно, питание – это важный аспект, поэтому мы заранее садимся в субботу, думаем, что мы хотим на следующей неделе. Кто-то говорит свои пожелания, и в воскресенье мы идем закупаем, готовим уже заранее, чтобы у нас Примерно было... знаете распорядок, да. Да, А, да. А не так, что, Вот, давай сегодня пельмени, такого нет у вас. Нету такого. В торопях там что-нибудь там. Нету. Что с ним, доширак можно, такого нету. Ну, доширак, конечно, дети любят. Ну, вредно, Есть говорят. такое, да, ну как-то вот А почему что? бы его не приготовить на мясном бульоне, да? Ну да. Также вот с мясом. Походу у нас масло закончилось. Еще грибов пожарить и все. Все, давайте дожариваем. Кульминационный момент передачи. Мы справились со всем, точнее, вы справились. Смотрите, как все красиво, дорогие телезрители наши, посмотрите. Да. И наступает самое лучшее время передачи, которое мне больше всего нравится. Как Наверное, все мы можно делаем. чуть-чуть отодвинуть. Да. Да. Что, как мы делаем. Как мы кушаем. Мы берем лист салата, Так. отрываем кусочек небольшой. Ага. Я возьму небольшой. Мясо. Мясо. Я люблю с кунжутным маслом Ага. Ну, то и есть соевым. Раз положили. и съели. И все. Все. А вот это? Кого? Ну вот это. Вы можете положить. Гриб тоже. И Можно, огурец можно можно. еще огурец Да. добавить. То есть каждый берет вот так, по-братски. Ну, я помню, что да, в Китае, в Корее вроде вот так и делали. Кто-то любит с рисом. Надо обмакнуть во что-то, да? Да. Вот Я это люблю с кимчи. кунжутное. Вот Кунжутное сюда. чуть-чуть. Ага. Ага. Грибочек можно положить. Ну, грибочек можно положить. Сахалы-махалы руками. И Да. приятного аппетита. Как у нас блюдо называлось? Я, собственно, и не знал. Самгепсаль. 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 Здоровский у нас самгепсаль получился. Нина, огромное вам спасибо. Вам спасибо. Нам намекает, что наша передача подходит к своему логическому завершению. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Я пожелаю всем оставаться здоровыми. Это наш главный ресурс. Следить и беречь себя. Следить за своим здоровьем. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была врач-рентгенолог Нина Никифорова. Нина, еще раз вам огромное спасибо. Очень вкусный Вам спасибо. самгепсаль. Да. Да, успехов вам в вашем нелегком труде, чтобы все у вас срослось, научная деятельность, дети, близкие были здоровы, Спасибо. чтобы нас машины не поработили. А всем нашим телезрителям будьте здоровы, да, действительно, и ешьте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы.